Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Все запланированные учебно-боевые задачи выполнены. Активная фаза оперативно-тактических учений Вооруженных сил Абхазии завершилась успешно. В 7 городах запустили масштабный проект «Прошагай Абхазию». В Национальной библиотеке имени Папаскир прошел день открытых дверей для школьников. – 17 октября жители города Гал отметили 93-ю годовщину со дня его основания. Создана Государственная комиссия по увековечиванию литературного и научного наследия Баграта Шинкуба. Указ об этом подписал президент Бадрагунба по итогам совещания, прошедшего с участием представителей правительства, а также творческой и научной интеллигенции. Возглавил комиссию вице-премьер правительства Джансух Нанба. Открывая совещание, президент отметил, что сохранение для будущих поколений наследия великого поэта является важнейшей задачей государства. В ходе обсуждения народный артист Абхазии Надар Чанба предложил учредить ежегодный фестиваль имени Баграта Шинкуба и проводить его в родном селе поэта Чулоу. По словам Чанба, фестиваль планируется сделать трехдневным, объединяющим поэзию, музыку и искусство. Ведь многие песни написаны на стихи Баграта Шинкуба. Глава государства поддержал инициативу и сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ об учреждении фестиваля. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к 110-летнему юбилею народного поэта, который будет отмечаться в 2027 году. Итак, активная фаза оперативно-тактических учений Вооруженных сил Абхазии завершилась. Боевые стрельбы и практические занятия проходили сразу на 3 полигонах – Цабал, Ачымарда, Нагвалоу. В учениях были задействованы совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооруженных сил России. Военные учения – один из важнейших элементов повышения боеспособности наших войск. Их проведение решает сразу несколько задач. Ведь именно в полевых условиях солдат может показать все свои способности. Поэтому абхазская армия всегда на страже Родины. В соответствии с приказом главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии Бадры Гунба с 13 октября начались масштабные оперативно-тактические учения по всей республике. Учения уже начались. Они стартовали с внезапного подъема по боевой тревоге. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач с момента получения сигналов оповещения и команд боевого управления. Проведение таких учений имеет особое значение. Они позволяют не только проверить уровень боеготовности наших подразделений, но и отработать взаимодействие между всеми структурами, ответственными за оборону и безопасность нашего государства. Мы должны последовательно укреплять наши вооруженные силы как главный гарант стабильности, мира и безопасности нашего государства. Сильная армия, высокопрофессиональные кадры и надежная система координации действий – это залог уверенности граждан в завтрашнем дне и защиты национальных интересов. Так, в администрации города Сухум прошел один из этапов оперативно-тактических учений с группировкой войск Вооруженных сил Республики Абхазия. Согласно легенде учений, в одном из районов Приморской республики состоялся показ работы штаба территориальной обороны. Было доложено, что штаб работает слаженно в соответствии с планом учений. В заседании приняли участие премьер-министр Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа, начальник генштаба Минобороны Владимир Савченко, главы администрации городов и районов республики. Мы сейчас проведем мероприятие по общим тактическим нашим позициям в рамках проводимых мероприятий в соответствии с решением президента Республики Абхазия. Эти мероприятия покажут и недостатки, и преимущества. Потом мы, естественно, все вместе с учетом специалистов оценим и будем точно понимать в экстренных ситуациях,
как себя вести, как поступать, как слаженно будут работать все уполномоченные органы государственной власти, силовой блок, вооруженные силы Республики Абхазия. Поэтому я со своей стороны проинформирую главу государства. Полагаю, что у нас еще впереди несколько дней, мы точно проведем также отлаженно вместе, все выполняя боевые задачи. Мы обязательно к чему-то придем, конечно, все вместе. Но мы на этом не остановимся, мы будем дальше продолжать. Конечно, значит, мы к этому уже с июня месяца идем. Так что большое спасибо. Естественно, учения будут продолжаться, мы доведем его до конца. И нашими учениями командует президент, главнокомандующий. Мы все обязаны, конечно, выполнять поставленные задачи. В первый день учений в 1-й и 2-й резервной бригаде начались сборы. В призывные пункты обращались все резервисты со всех сел Ачамчирского и Гудаутского района. Все военнообязанные проходили регистрацию. В призывной пункт приходили и жители сел, и горожане. Явка резервистов была довольно высокой. Военный комиссариат Гудаутского района с получением сегодня, то есть 13 октября в 7 часов 37 минут распоряжения был переведен в боевую готовность военный комиссариат. По команде полная. Мы должны призывать из запаса военнообязанных и технику по штату военного времени. В связи этого глава администрации с сегодняшнего утра после получения этой задачи собрал экстренное совещание с главами администрации района и руководителями организаций и учреждений. Второй день учений начался с облета мест сбора подразделений. Первая локация, куда должен приземлиться вертолет с президентом, это город Тхорчал. Резервисты Тхорчалского района начали собираться на месте проведения оперативно-тактических учений. Выбор места пал на действующий стадион. Ни секунды не теряя времени, главнокомандующий вылетает с международного аэропорта имени Владислава Ардзенба. Вертолет, на борту которого также были министр обороны Владимир Ануа, начальник генштаба вооруженных сил Владимир Савченко и секретарь Совбеза Рауль Лолова, приземляется в Тхорчале в назначенное время. Центральной обороны Пашавского района развернут, готов к учению начальник штаба Центральной обороны, глава администрации. Добро пожаловать, благодарю. Далее Бадра Гунба направился в сторону резервистов, приветствуя всех на своем пути. Среди военнообязанных и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Президент отметил вклад ветеранов, которые делятся опытом и воспитывают у молодого поколения любовь к родине и чувство долга. Также он пообщался с медиками, которые часто оказываются на самых опасных участках фронта. Спасибо, что вы в строю. И в период войны тоже медики играли ключевую важную роль. Так сложилось, что и мой однофамилец как раз в период войны находился здесь. Для меня люди в белом халате — это очень храбрые, отважные. И люди, которые спасли хотя бы одну жизнь, это для нас герои. Спасибо вам большое, низкий поклон. Президент страны ознакомился с текущей обстановкой, ходом развертывания сил на местности и заслушал доклады о подготовке личного состава, задействованной техники и выполнении поставленных задач учений. Очень важно, чтобы сегодня молодые ребята, новобранцы, имели возможность практиковаться и получать опыт у своих старших коллег. Сегодня очень много здесь я вижу ветеранов Отечественной войны. Среди вас ваши сыновья, представители более молодого поколения, которые должны и призваны служить своему Отечеству, перенимать весь опыт, накопленный у наших ветеранов. Спустя 32 года у нас сохраняются все те же угрозы. Никто не отказался от реваншистских действий. Учитывая вышеизложенное, нам надо быть готовыми к развитию
любых сценариев. Главнокомандующий вооруженными силами Гунба ознакомился с текущей обстановкой и ходом развертывания сил на местности и в селе Кутол. Напоминаем, что учения проходили по всей территории страны в круглосуточном режиме с широким привлечением резервистов. Товарищ главнокомандующий, личный состав первой бригады построено. По списку 1000 человек оповещено 700 человек, на лицо 300 человек, 400 человек ожидаем. Вольно. Далее глава государства на вертолете направился в сторону Ачамчиры. Здесь уже в назначенное время выстроились резервисты сел Ачамчирского района. Шерейшимо пыша дыра хоярхуна. И что это было чара бипарачац. А пыша рзан хажруб. И ждурот обснакша мукши ими пысо процесс дука. Яха его памчрака. Из того ара чацла. Айбиш рахламзах артра. А хахараха захуязруб. Ей вейпшим а сценарийка. Убри намадана. Яха ими пысо чазока зыско. А командирца рейза казаша. Росейцура. Нужно подготовить не только личный состав, технику и оружие, но нужно еще и подготовить район предстоящих действий. Это тоже большой пласт такой работы, который стоит перед командованием. Нужно провести рекогносцировку, в деталях определить маршруты. Все это нужно делать скрытно, потому что учение двустороннее, и противоположная сторона использует все силы и средства. Это беспилотные летательные аппараты, диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы вскрыть характер действий бригады. Действительно, только в мирной цели, чтобы мы все собирались, чтобы войны не было. Вокруг мы все видим в мире, что происходит. Вот этого бы не было бы, конечно, чтобы мирное всем, по всему миру, чтобы мир было. Вот это мы и желаем. Это очень хорошее дело, потому что, не дай бог, но в случае какой-то опасности, чтобы слаженность была, чтобы люди могли быть оповещены вовремя, чтобы каждый знал, что будет делать. После города Ачамчира Бадрагунба прилетел в город Гудаута, где его также ждали резервисты. Полковник абхазской армии Роман Цукба доложил президенту о количестве резервистов и представленной технике. Бадрагунба подчеркнул, что абхазский народ должен быть готов в любое время встать на защиту Родины. В масштабных оперативно-тактических учениях, которые проходили в эти дни, были задействованы все силовые структуры республики. Руководит учениями главнокомандующий вооруженными силами Бадрагунба. Основная задача очередного этапа учений – отработка координации действий силовых ведомств при проведении контртеррористической операции по освобождению заложников. В маневрах участвуют спецподразделения СГБ, Центра спецназначения, отдела сопровождения оперативных мероприятий, МЧС, МВД и Минобороны. Уже на 4-й день началась активная фаза двусторонних оперативно-тактических учений вооруженных сил Абхазии сразу на 3 полигонах страны, которая оказалась завершающим звеном в учениях. На полигон Цабал на место дислокации прибыл президент страны Бадрагунба. Сегодня 4-й день оперативно-тактических учений. Мы находимся на военном полигоне Цабал, где в назначенное время должны начаться учения. С минуты на минуту в ход пойдут оружие, вертолеты, военная техника и многое другое. Войска Вооруженных сил Республики Абхазии и Вооруженных сил Российской Федерации совместным действием по плану учений готовы. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. В масштабных маневрах принимают участие совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооруженных сил России. На всех этапах войска обучаемых подразделений действовали слаженно, в условиях максимально приближенных к реальным боевым действиям. За ходом учений наблюдают руководители страны вместе с представителями Минобороны Абхазии. Личный состав на местах. Подбор «Я звезда».
К бою готов. Впервые часть масштабных учений проводилась ночью, что делало картинку впечатляющей. На полях учений, где шла настоящая битва, будущие защитники Родины оттачивали свои навыки. Стрельба велась повсюду, пули летели со всех сторон. Первым в ход пошла авиация, затем в бой вступает тяжелая артиллерия. Повсюду слышны звуки военной техники. Гаубицы, беспилотники с гранатометом, внедорожники с пулеметами – все это оживало на полигоне Цабал. Атаку тем временем отражала пехота, используя все виды стрелкового оружия. Огонь! По окончанию команда штабных учений главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба дал оценку всему происходящему. С утра производилась высадка десанта в Гагарском районе на полигоне Ачмарда. Значит, сегодня вечером, значит, одновременно на 3 полигонах Цабал, Ачмарда, Нагвало проходят боевые стрельбы, учения. Значит, вы обратили внимание, что, значит, стрельбы на полигоне Цабал начались еще засветло и перешли уже в темное время суток. Это фактически первый раз в этом году мы, значит, проводим учения именно в ночное время суток с применением ночных и средств, которые позволяют принимать оперативные решения и достигать необходимых целей и задач. Сегодня ведется слаживание, отработка и координация действий между подразделениями. Уже завтра мы завершаем учения и будем подводить первые итоги. Главная задача масштабных учений – укрепление взаимодействия между подразделениями, что и было сделано вооруженными силами Абхазии. Налач Хинджерия, Рамо Камкия, Давид Давиц, Баюри Катиба, Давид Хашик, Дмитрий Кромов, Абхазское телевидение. Премьер-министр Владимир Дылба подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре 2025 года на военную службу граждан Абхазии. Согласно документу, Министерству обороны поручено осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия. В течение 15 дней с даты окончания призыва представить в Кабинет министров информацию об итогах осеннего призыва. В распоряжении также прописаны поручения администрациям города Сухум и районов, МВД, Минздраву, Минпросвещения и государственным СМИ. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Венгрии может состояться в ближайшие 2 недели или позже. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в Москве в пятницу. Песков подчеркнул, что решение о месте проведения переговоров принималось по взаимной договоренности. Он также уточнил, что общение между Путиным и Трампом состоялось по инициативе российского лидера, в частности, чтобы поздравить главу Белого дома с успехами в стабилизации ситуации в секторе Газа. Повестку предстоящего 65-го раунда женевских дискуссий, а также актуальные вопросы региональной безопасности обсудили замминистра иностранных дел Одиссея Бигвава и сопредседателя международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Был вновь поднят вопрос о возобновлении деятельности механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Ключевым итогом встречи стало согласие сторон о приоритетной важности разработки, согласования и заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией.
Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов гуманитарного характера. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба и депутат Стамур Джопу принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию парламента Республики Северная Осетия Алания, которые проходят в городе Владикавказе. В рамках торжественных мероприятий состоялась церемония возложения цветов к вечному огню у мемориала славы. Депутаты почтили память героев Великой Отечественной войны. Лаша Ашуба участвовал в рабочей встрече, которую провел председатель парламента Северной Осетии Теймураз Тускаев с руководителями делегации, прибывших на торжества. В 7 городах республики – Гагре, Гудауте, Новом Афоне, Сухуме, Чемчурет, Корчали и Гали – стартовал проект «Прошагай Абхазию». В каждом из них разработан уникальный туристический маршрут, рассчитанный на 1,5–2 часа пешей прогулки. В день старта проекта все желающие вместе с гидами прошли по этим маршрутам, узнали об истории мест, достопримечательностях и важных объектах. В Сухуме проект стартовал со станции Гума. В церемонии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава и главный управляющий партнер web.rf по городскому развитию Ирина Макеева. Более 200 участников, местные жители, туристы, представители администрации, бизнеса, общественных организаций и волонтеры объединились в команды и отправились в цифровой квест по заранее разработанным маршрутам, которые были подготовлены при содействии местных администраций. Участники посетили исторические достопримечательности, уникальные природные объекты, патриотические места, современные общественные пространства, объекты культурного наследия. В Сухуме акция стартовала на культурно-деловой площадке ГУМА. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава и главный управляющий партнер ВЭБ-РФ по городскому развитию Ирина Макеева. Я рад видеть такое количество людей, которые участвуют в этом проекте. Я сам рад быть частью этого замечательного события. Хотелось бы пожелать всем в этом проекте познать еще больше Абхазию, узнать наши традиции, обычаи. У нас множество исторических мест, где можно посетить их. Хотелось бы вам пожелать найти друзей, получить незабываемые впечатления, и чтобы этот проект дал импульсом для того, чтобы еще больше людей приобщались к нему, чтобы о нашей стране узнало как можно больше людей. Как готовится турист, когда едет? В первую очередь он смотрит и думает: так, я пойду сюда, сюда, поставит себе галочки, прокладывает маршрут. Но что самое важное, жители, когда идут по своему городу, его заново открывают. Вначале мы думали, что это просто какое-то интересное мероприятие, когда все собрались там с хэштегами, с песнями, плясками, идут по городу. Оказалось, что те места, которые мы наносим на карту, те отели, те кафе, те небольшие магазинчики, а потом туда больше ходят людей. А это развитие малого и среднего бизнеса, и мне кажется, для каждого города Абхазии это очень-очень важно. Проект «Прошагай Абхазию» был предложен Ириной Макеевой во время летней стажировки управленческих команд из республики в ВЭБ-РФ в рамках международной образовательной программы «Команда Абхазии», реализуемой президентской платформой «АНО. Россия. Страна возможностей», и сразу был поддержан участниками. Инициативу реализуют финалисты команды Абхазии. При проведении второго модуля у нас была возможность стажировки, посетить разные города. И вот наша группа посетила город Казань. Мы познакомились с ребятами, с госкомпанией ВЭБ-РФ. Коллеги поделились с нами идеей о том, что проходит подобная масштабная акция по всей России. И у нас появилось такое же желание провести у нас в Абхазии. Коллеги из России поделились с нами методикой, вместе с нами сегодня реализуют данный проект. Мы планируем, что это будет такая добрая традиция, ежегодное мероприятие масштабное. Проект «Прошагай Абхазию» решает одну из ключевых задач современного туризма. Создает актуальный цифровой контент для онлайн-карт, которыми путешественники по всему миру активно пользуются при планировании поездок. Проект призван наполнить эти карты проверенной и интересной информацией, чтобы сделать знакомство с республикой более удобным и насыщенным для гостей. Для нас, как Министерство туризма, очень важно,
чтобы все больше и больше новых интересных проектов появлялось в Абхазии, тем более, что значит, этот проект реализуется во многих городах Российской Федерации. Сейчас он пришел к нам. Спасибо организаторам, тех, кто поддержал нашу команду Абхазию. Вот, спасибо Вебу и вам лично. Еще раз хочу повторить, что, во-первых, это оздоровительный проект. Это классно, когда люди имеют возможность прогуливаться. Вообще достаточно распространено сейчас заниматься спортивной ходьбой. И самое главное, конечно, что это с точки зрения маркетинга, рекламы, достаточно серьезное мероприятие, которое позволит многим-многим людям познакомиться с нашей страной. Спасибо всем организаторам, в добрый путь, успехов и удачи. Высокий уровень организации туристических маршрутов продемонстрировал Тхуарчалский район. Развивающаяся инфраструктура привлекает все больше гостей, чему способствует и открытие новых точек на маршруте. Туристы были в восторге от увиденного и готовы рекомендовать к посещению уникальный своей аутентичностью район. Маршрут начался с возложения цветов к памятникам погибших в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии. Затем у Дворца культуры для них был организован праздничный концерт с исполнением абхазских песен. Главным результатом прогулки стало наполнение онлайн-карт уникальными материалами. Участники загружали фотографии, видеоотзывы и делились интересными фактами, создавая тем самым современный цифровой путеводитель. Своими впечатлениями они также активно делились в социальных сетях с хэштегом «Прошагай Абхазию». Ирина Аршба, Фатима Гергия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Самому восточному городу Абхазии исполнилось 93 года. Утопающий в ярких красках осени, Гал отметил свой праздник. Мероприятия, посвященные исторической земле Республики Абхазия Самарзакан, начались с возложения к монументу павшим за свободу и независимость республики. В торжествах принял участие вице-президент Беслан Бигвава. Гостеприимные, душевные жители города Гал принимали гостей, угощая их дарами осеннего урожая, разными вкусностями, мясом и терпким вином. С утра на улицах и в парках народные гуляния, веселые застолья, песни и танцы. А для детей была организована развлекательная программа. Для жителей и гостей Гала была подготовлена большая праздничная программа с участием артистов абхазской эстрады, детских танцевальных коллективов. Впечатление с каждым разом я вижу, что город Гал расцветает. Сегодня вот такой великолепный, замечательный праздник. Очень большое количество людей, гостей. Люди радостные, я вижу. Что бы мне хотелось бы пожелать? Город Гал – это такой прекрасный уголок нашей страны, нашей Абхазии. Мне хотелось бы пожелать всем жителям города Гал расцветания, чтобы каждый день, каждое утро жителям города Гал дарил надежду, радость, исполнение желаний, чтобы дети росли в заботе, в теплоте. Конечно же, удачи всем пожелать и самое главное, чистого мирного неба над головой. На лучшее скульптурное изображение основателю населенного пункта Гал Тлабгану Кецба с целью установки памятника в городе Гал будет объявлен открытый конкурс. Решение принято Государственной комиссией по монументальному искусству. Комиссия также определилась с проектом скульптурного изображения народного поэта Иуи Когоня. В течение 3 месяцев автор Амира Надлиба представит окончательный вариант скульптурного изображения. Бюст Иуи Когоня будет установлен вместо памятника поэту, разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии. Проблемам межкультурного общения посвящался круглый стол, который прошел в Абхазском государственном университете. Участниками встречи стали преподаватели и студенты АГУ, МГУ и Адыгейского государственного университета. Итогом мероприятия, которое продлится до 21 октября, станет подписание соглашения между кафедрами русского языка АГУ и МГУ. Также в рамках встречи запланированы лекции для студентов и преподавателей. Гунда Шоуа продолжит тему.
Ключевая тема дискуссии – межкультурное общение, контакты и конфликты – охватывала широкий спектр вопросов, связанных с ролью языка и культуры в налаживании взаимопонимания между народами. Мероприятие объединило преподавателей и исследователей из России и Абхазии. В нем участвовали представители Московского, Адыгейского и Абхазского государственных университетов. Круглый стол стал очередной площадкой для обсуждения роли языка в понимании культурных различий и налаживании диалога. Очень интересные доклады, которые дают представление о ценностях народа, о культурных кодах, которые заключены в паремии, во фразеологии, если говорить узко. Я думаю, что такие контакты, они позволяют на самом деле лучше узнать друг друга. Но не менее важную ценность обретает то, что в этом году, в рамках соглашения между вузами, Абхазским государственным университетом и МГУ имени Ломоносова заключен общий большой договор, рамочный договор. Но вот сейчас представитель МГУ, заведующая кафедрой общего языкознания, она приехала с предложением подписать договор между филологическим факультетом МГУ и АГУ. Они предлагают такое региональное исследование языкового сознания народа Абхазии. Участники круглого стола подчеркнули, что язык и культура являются не только средствами коммуникации, но и носителями исторической памяти, ценностей и традиций. В этой связи изучение языков и культуры соседних народов предоставляется важным фактором укрепления добрососедских отношений и предотвращения конфликтов. По материалам круглого стола будут опубликованы в данном случае 12 работ от нас, 15 работ от Адыгейского университета. И Адыгейский университет на себя берет издание этих материалов. Они будут иметь огромное значение, потому что на этом круглом столе поднимаются вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией. Мы знаем, что мы живем в постоянно меняющемся мире, что вокруг нас очень много народов, языков, и вопросы коммуникации обретают особую актуальность, потому что они позволяют, правильно выстроенная коммуникация позволяет предупредить возможные конфликты общения. В ходе дискуссии были затронуты вопросы влияния глобализации на культурное разнообразие, проблемы сохранения национальной идентичности в современном мире и необходимость развития межкультурного диалога на всех уровнях. Особое внимание было уделено роли образования и науки в формировании толерантного отношения к другим культурам. Когда декан, профессор Липгард, рассказал об инициативе кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания заключить дополнительные договоры по отношению к двум университетам, соответственно, здесь представленным, это было встречено Виктором Антоновичем с большим воодушевлением. И это очень приятно мне исполнять некую возможность представления статуса по существу, представления о наших встречах сегодня и которые будут у нас, соответственно, в будущем. Это означает то, что есть не только научная заинтересованность, но и государственная заинтересованность в том, что касается нашей деятельности. Круглый стол стал площадкой для обмена опытом и идеями между учеными и преподавателями из Абхазии и России, способствуя углублению сотрудничества в сфере гуманитарных исследований и образования. По итогам мероприятия участники выразили уверенность в необходимости продолжения подобных дискуссий и дальнейшего развития межкультурного диалога. В рамках мероприятия будут проведены лекции для студентов, а также курсы квалификации для преподавательского состава университета. Кундашова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.
Министерство просвещения Абхазии и Российский государственный гуманитарный университет города Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили министр просвещения Хан Агунба и ректор РГГУ, доктор политических наук, профессор Андрей Логинов. Среди ключевых направлений партнерства, зафиксированных в документе, обмен опытом по вопросам образования, развития научно-технического сотрудничества, совместное участие в национальных и международных программах и проектах, обмен информацией в областях, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили желание развивать долгосрочные партнерские отношения и продвигать взаимные интересы в сфере образования и науки. Специалисты Центра русского языка начали обучать учителей Галского района основам компьютерной грамотности. Весной и летом в каждую школу Абхазии при поддержке России были завезены интерактивные доски и компьютерные классы. Однако прежде чем использовать новое оборудование в учебном процессе, необходимо подготовить педагогов. Поэтому российские специалисты будут на протяжении всего года заниматься повышением квалификации учителей в районе. В Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир прошел День открытых дверей. Учащиеся столичных школ со своими школьными библиотекарями имели возможность познакомиться с работой, структурой и самой библиотекой. Аэлита Арутюнян расскажет подробности. В этот день Национальной библиотеки оживленнее, чем обычно. Школьники и библиотекари получают новые знания, которые обязательно пригодятся им в будущем. В ходе мероприятия ребята уже заприметили для себя что-то новое и интересное. Сегодня она первая читательница, которая на день открытых дверей, которая книжечку она хочет взять домой и почитать. Именно Сент-Экзюпери «Маленький принц». Она попросила, мы ей даем, мы выдали электронный вариант книжечку ей, мы на руки даем читать, ты будешь читать его 2 недели, прочтешь и принесет книжечку. Пожалуйста. Мне очень понравились книги здесь. Здесь очень красиво, наверное. И мне очень понравилась книга, которая уже 300 лет. Считаю, что такие мероприятия нужны для того, чтобы читать книги, развивать свой ум и так далее. Очень рада, что попала на такое мероприятие. Иснату Пачкория тоже нравятся книги. Он остался под хорошим впечатлением от мероприятия. Очень много книг разных, много поэтов, которые написали эти книги. Второй этаж понравился. Если мне понравится книга, я приду сюда и буду читать. В мероприятии принял участие директор библиотеки. Он выразил надежду на продолжение такого проекта и пожелал ребятам удачи. Сегодня представлены 4 школы города. Сегодня мы объявляем, и надеюсь, что она будет уже традиционным, благодаря заведующей отделом абонемента Дианы Расимовны, которая задумала этот уникальный проект, пригласив вас, школьников и сотрудников школьных библиотек. Мы хотим вас еще всех выдать по мере возможности читательские билеты, которые изъявят желание стать читателем Фонда Национальной библиотеки. В рамках мероприятия были зачитаны доклады, прозвучали стихи и песни. В основном в библиотеке были ученики 7, 8 и 9 классов. На каждом этаже у нас есть свои отделы Национальной библиотеки. Начинается у нас с отделов регистрации. Регистрация – это регистрация читателей, которые посещают нашу библиотеку. И далее у нас есть фонд хранения. В фонде хранения дети увидели, как у нас книжки раскладывания, как у нас книжки лежат, как у нас книжки можно найти. Еще у нас есть такой фонд, который редко. Этих к редким фондам более 300 лет. А эти книжки тоже мы им показали. В ходе мероприятия участники познакомились ближе с работой структурой и самой библиотекой. Также Диана Гулия, заведующая отдела абонемента Национальной библиотеки имени Попаскир, поблагодарила всех участников мероприятия и отметила важность неоцифрованных книг. В этом мире больше начало подниматься в своем имидже именно электронные книги, электронные версии, интернет, вот это все, чтобы библиотеки, они могли дальше продвигать свою именно книгу, чтобы дети знали, что книга – это есть начало всего. Без книги интернет тоже не получилось бы.
Проведение мероприятий такого рода помогает узнать много нового о библиотеке, структуре работы и просто ближе познакомить человека с книгой. Аэлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Второй очный этап конкурса «Навигаторы детства Республики Абхазия» прошел на базе Сухумской горской школы номер 10. Этот проект направлен на поиск и подготовку талантливых специалистов, которые станут наставниками по воспитанию и помогут вывести образовательную работу в школах Абхазии на новый уровень. Одним из главных критериев отбора является знание абхазского языка. 24 претендента на победу продемонстрировали свои профессиональные навыки, решая сложные педагогические кейсы и предлагая нестандартные выходы из предложенных ситуаций. Оценивало выступления конкурсантов авторитетное экспертное жюри. Организаторы конкурса – Министерство просвещения Абхазии и России и Российский детско-юношеский центр. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 15-20 градусов. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.